Здоровая молодежь– это сильная молодежь. Это ребята, которым не проблема сделать пару кругов бегом, подняться на крутую гору, помочь товарищу, построить и реализовать план. В старые добрые времена в Алекпинском районе проходил турслет. Там школьники могли продемонстрировать свои навыки и умения ориентироваться в любых условиях. Затем такое нужное мероприятие забылось. Ранее вы участвовали в турслетах, когда были сами участниками? Да, в 90-е годы мы участвовали от школ в туристических слетах, который проходил, кстати, на почти этой же территории. Да, лагерь Гагарина здесь был. Здесь мы с ночевой приезжали сюда. С нами, помню, работал Габышев Владимир или Александрович, не помню, Янков Николай Павлович, очень хороший такой преподаватель, который нас готовил, учил ставить палатки, завязывать узлы, ориентироваться. Было классно, весело. Вообще впечатления хорошие остались? Конечно, на всю жизнь. Эти навыки нам пригодились, навыки выживания в тайге. Несколько лет назад в детском центре нашелся энтузиаст, который решил возродить традицию. Мероприятие у нас уже проходит 8-й год. Организатором является районный детско-юношеский центр. Мероприятие у нас состоит из 4 этапов. Это спортивное ориентирование включает, туристический этап, где у нас команды проходят такие испытания, как, например, установка палатки, оказание первой помощи, изготовление носилок и различные другие. Медицинская помощь тоже. И спортивный туризм этап. Это представляет собой спортивную трассу с 5 испытаниями со специальным снаряжением по спортивному туризму. Ребята у нас все комплексно проходят, поочередно. И также у нас есть этап веревочный курс. Это этап на сплочение. Все упражнения для того, чтобы команды у нас научились работать сообща и оказывать взаимоподдержку. Ранее вообще был турслет, это было еще во времена советской школы. Турслет, где было ориентирование на местности и прочее, оказание медицинских услуг, простых, естественно. Что-то из этого не пробовали? Вот у нас медицинская помощь, транспортировка пострадавшего и этап спортивное ориентирование тоже есть. Так что мы продолжаем традиции советской школы. С каждым годом все больше количество этапов, задания усложняются, становится все увлекательней. Некоторые задания требуют не только физической силы и выносливости, но и отточенного мастерства. А самое главное, учат работать командой. Стой! Я не влезаю? Как ты проходил? Прополз. А он Я полз. прополз, А ты? я не смогу. Аккуратно. Ага, и Я что же ты говорю. сделал? Потом сюда. Ногу сюда. А как он ногу? Он перешагнет, он видит, что стоит. Голову аккуратно, ногу. Сейчас тут. Да, Ага, он туда как пролезет-то? Он же не пролезет, куда ты его запихал. Тут сможешь перешагнуть? А что, он перешагнуть сможешь? Не знаю. Аккуратно. Не уверен. Нет, Тогда не надо. не надо, обратно лучше иди. Плечо аккуратно. Вниз. Ниже. Здесь-то можно задевать? Голову аккуратно. А значит, нужно выстроить работу команды безукоризненно, как часы. Доходите до дерева, перестегиваетесь, проходите дальше, перестегиваетесь на бабочку, перелазите бабочку, в конце отстегиваетесь, спрыгиваете, говорите «трасса свободная», и только потом следующий участник заходит на параллельную переправу. Всем все понятно? Да. Время не учитывается, учитываются штрафные баллы. Первый пошел. Команда как называется? Давай, Валек. Почему решили возобновить это? Одно время оно было весьма успешно забыто. Видимо, мы сами энтузиасты этого туристического дела, как говорится, и знаем, что в Алекпинском районе
с детьми не занимаются именно вот в этом направлении. Да. Ну и хотелось бы, чтобы наши дети приняли участие не только на муниципальном, но и на республиканском этапе. Поэтому мы же должны их подготовить, дать какие-то навыки, знания, умения. До этого, до соревнований проводятся какие-то занятия с ребятами? У нас существует туристический клуб, работает педагог дополнительного образования, который готовит команду. Или Филиппов Стас Николаевич, он руководит студией туристической. К слову о туризме, педагог не только ведет занятия, но и сам увлечен этим видом спорта. Вся семья с удовольствием бросает вызов ловкости и силе соперников. В туризме мы участвуем 5-6 год. Насколько это интересно, почему решили с этим связать? Ну, мы изначально с отделом молодежи участвовали в турслете. Это у нас был турслет Мурбай, это в Ленском районе. И оттуда же пошло потихонечку и перешло в семейное такое. Да, нас затянуло в Мурбае. Нам очень понравилось. И мы решили каждый год по необходимости участвовать. Знаю, что в прошлом году вы стали победителями. Да, команда? В прошлом году, да, мы принимали участие в республиканском семейном турслете в зимнем сезоне. Там был зимний сезон и был летний сезон. И мы стали победителями зимнего сезона. Насколько там сложнее вообще? Вот, что там есть такого, чего нет здесь? Самое сложное – это идти по колену по сугробу. Да, очень сложно было. Бегать по сугробу. Да, по участкам таким. Да, но зимний, он, конечно, отличается от летнего намного. Там и условия другие, и погода, и снег. Считайте, куртка, пуховик, да, который... в такой одежде толстой бегаешь, проходишь препятствия. Да. Вообще, вот насколько считаете важно, что сейчас пытаются детей вновь обучить? Раньше это было. Вот сейчас вновь детей обучают туризму. Здоровому туризму, спортивному. Да, это как бы пропаганда ЗОЖ, здоровый образ жизни, да. Далее тут же и в жизненном пути им такие навыки очень пригодятся в любых условиях. Ну, в чрезвычайных ситуациях это можно взять и так далее, любых и тому подобное. Ну, все-таки жители Алеккинского района, они очень имеют много навыков, да, особенно те, кто в сельской местности проживают. То есть развести костер, поставить палатку, это не вопрос. А было ли то, чему научились? Ну, что-то новое для себя открыли? Да, вот, ездя по различным спортивным мероприятиям, там набираем, конечно, навыки и стараемся здесь внедрить в Алеккинском районе. По оказанию первой помощи. Да, по оказанию. По знакам вертолетной, да, как это называлось-то? Вертолетные знаки были специальные. Это МЧС нас как раз учила, там мастер-класс проводили. Ориентирование по компасу. Да, ну, определение азимута и так далее. Сама организация слета предусматривает много нюансов. Это наличие педагогов, наличие места. А чтобы участвовали в турслете с удовольствием, педагог участвовала в гранте. Молодец. Сложности у нас были, что у нас не хватало снаряжения по спортивному туризму. Это специализированное снаряжение. Ну, в прошлом году у нас грант был по спортивному туризму муниципальный, поэтому мы закупили дополнительный комплект. В принципе, сейчас у нас уже нормально. Мы можем охватить больше команд. На самом деле не всех удается расшевелить, есть сложности у участников из дальних наслегов.
Сколько команд участвовало обычно в инициативе? Ну, команд где-то 6-7 обычно бывает. В этом году 6. Вообще должно было 9, но это Не у всех получается. не у всех получается. Приехать надо же и организовать тоже все. Какой возраст? Возраст у нас с 6 по 11 класс. Там стоим. Нет, надо обязательно побежать куда-то. Натяни ее хорошенько. Только 4 свободно. Опускай. Свободно. В первую очередь это нужно самим ребятам, убеждены педагоги. У семейной пары это однозначная уверенность. У нас в семье 5 детей. 5 детей, да. И они тоже заинтересованы? Да, они все вместе с нами уже участвуют в различных мероприятиях. Также вот в труслете. И также они и на сенокос ездят, бабушки, дедушки работать, помогать. Там же как раз и нужны навыки, смекалки и так далее. Он не отказывается никто? Нет. Так если даже с маленьким, да, вот? Да, они сами даже уезжают на автобус, садятся, уезжают. Это самый наш младший Самые юные туристы. Ирсан. Эрсан, да? Да. Да. И тут еще наши старшие дети. А то есть вот тут все полностью дети. Кто у вас? Да, здесь Тут сын Валентин и дочь Короляна. да, вот основной костяк команды, который, а остальные у нас половина новички. Ну, как раз и будут учиться. Они будут помогать и так далее. И заодно и учиться будут. То есть кроме семьи вы еще собрали детей, которым просто хотелось участвовать? Да, Да. да, друзей, детей, хороших знакомых. Как команда называется? Команда «Солус». Но и ребята-участники молодцы. Многим пришлось преодолеть себя, чтобы успешно пройти свой маршрут. Им пришлось научиться слушать и, что важно, слышать друг друга. Да. Он нет. Нет. Что сложнее, показывать другим или самому делать? Показывать другим. Давай, Кристина. Так же хватает. И эти навыки не закончатся вместе с труслетом. Владик, готовься. Накопленный багаж взаимодействия останется навсегда. Что детям всего интереснее, на ваш взгляд? Детям, ну, наверное, вот эти испытания, связанные с веревками, где нужно с помощью снаряжения проходить паутину, допустим, спуск, подъем. Очень много мы отзывов слышали про веревочный курс, который мы проводим здесь, на Верхней Поляне. Здесь они работают на сплочение, на взаимопомощь, взаимовыручку. То есть команда помогает друг другу, ну и выдерживает все трудности, как говорится. И что вызывает, наоборот, сложности? Сложности. Все-таки низкий уровень подготовки, потому что в школах детей не готовят. Нет же сейчас этого направления. Хотелось бы, конечно, чтобы школы уделяли побольше внимания именно вот этим навыкам туристическим. Владик, давай. Валек, иди сюда. Дерево сразу, дерево. Дерево нельзя, ограничительную линию нельзя. Влад, давай сам делай. Конечно. Влад, пастом, пожалуйста. Трасса свободна.